Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлюль уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы с вами на прошлых лекциях, на прошлых уроках, на прошлых двух уроках говорили о правах Аллаха Субханаху ва Тааля и о правах родителей. И на прошлых уроках мы приводили доводы из Корана и Сунны, говорили о важности выполнения обязанностей перед Аллахом Субханаху ва Тааля и перед родителями. И следующая тема, про которую хотелось бы рассказать, которая также связана с правами, то есть нас, каждого из нас окружают люди, родственники, друзья, соседи. У каждого из нас в окружении есть люди, и у них есть какие-то права на нас, в зависимости от того, кем они являются. То есть у родителей, у них права родителей. Они имеют право как родители. Есть дети, они имеют право, у них свои права. Есть соседи, у них свои права. И сегодня хотелось бы поговорить о правах детей, о воспитании детей в исламе. Так же, как и есть права родителей, также есть права детей, которые на нас возложены, обязанности, которые мы должны выполнять перед детьми. И дети – это дар Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, радость сердца и украшение этой жизни. Украшение этой мирской жизни. И доводом этому являются слова Аллаха Субханаху ва Тааля. В суре Кахф Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аль-малу валь-бануна зинатуль хаяти д-дунья, валь-бакияту с-салихату хайрун инда раббика thawабан ва хайрун амаля». Аллах Субханаху ва Тааля говорит: богатство и сыновья – украшение мирской жизни. Однако нетленные благодеяния, то есть благодеяния лучше по вознаграждению перед Твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. И вначале Аллах Субханаху ва Тааля сказал, что богатство и сыновья – украшение мирской жизни. И на самом деле для человека в этой мирской жизни, в этой жизни дети играют большую роль. Они занимают большое положение в его сердце, в его душе. Человек очень много старается для своих детей. Даже иногда он от чего-то отказывается ради своих детей. Он не жалеет свое время, он не жалеет свое имущество, он не жалеет свое здоровье для детей. Однако, если мы посмотрим на сегодняшнее время, на сегодняшнюю нашу жизнь, действительно ли это так? Действительно ли дети занимают большое место у нас? Действительно ли мы уделяем им должное внимание, которое мы должны им уделять? И также приходит от Я'ля аль-Амири, передает, что однажды внуки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хасан и Хусейн, пришли к пророку, и он обнял их и сказал: поистине ребенок порой делает человека скупым и трусом. То есть мы сказали, что человек, он старается для своих детей, он отказывается даже от чего-то.
он не жалеет себя, ни свое время, ни свое имущество. И также пророк добавил и сказал: поистине ребенок порой делает человека скупым и трусом. И этот хадис передал Ибн Маджа. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел в виду, что ради своих детей человек иногда отказывает в помощи другим людям, нуждающимся в деньгах или нуждающимся в какой-то помощи. Ради своих детей человек отказывается от помощи кому-либо, то есть думая о своих детей. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что поистине ребенок порой делает человека скупым и трусом. И дети, это, как мы сказали, это частичка наших сердец. И поэтому ислам побуждает, то есть в религии ислам, она побуждает нас заводить много детей. И этому доводом являются слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Женитесь на любвеобильной и способной родить много детей, и я превзойду вашей численностью все остальные общины в судный день». То есть этими словами пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал, то есть заводить детей, чтобы он сказал: женитесь на способной родить много детей. И дети, они являются опорой. Это опора и сила любой общины. И они будут, то есть дети — это это наше будущее, которое будет после нас. И ислам также уделяет, как мы сказали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал жениться на той женщине, которая может родить много детей. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этим самым показывает, что хорошо иметь много детей, призывал заводить много детей, но также ислам уделяет огромное внимание воспитанию детей и указывает родителям наилучшие пути воспитания ребенка и правильного формирования его личности. В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что ребенок в большинстве случаев исповедует религию родителей и делает то, к чему они приучили его. И Абу Хурайра передает слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Каждый младенец рождается не иначе, как в своем естественном состоянии», то есть фитра называется. То есть каждый ребенок рождается с фитрой, а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. И как мы сказали, у твоих детей, у наших детей есть права на нас. Как и у родителей есть права на нас, так и у детей есть права на нас. И, следовательно, у нас есть обязанности, которые мы должны выполнять перед своими детьми. И это какая-то обязанность. Что это за обязанность? Это воспитание. Во-первых, это правильное воспитание. Это их содержание. И правильное воспитание оказывает огромное влияние на жизнь детей. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во многих хадисах побуждал родителей уделять внимание своим детям и давать им хорошее воспитание. И от Ибн Умара, радийаллаху анху, передается хадис, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он сказал: «Каждый из вас пастырь, каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству». И когда, перечисляя людей, которые
имеют какую-то обязанность, то есть за кого они несут ответственность, он перечислил тех, кто, он сказал, и мужчина, пастырь для своей семьи, несет ответственность за свою паству, и женщина, пастырь в доме мужа своего, и несет ответственность за свою паству. То есть мужчина, он отвечает за свою семью, он несет ответственность за своих детей, за свою жену. И это означает, что мы должны, на нас возложена обязанность воспитывать их. И также воспитание детей было одним из важных занятий нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он обучал их вере, богобоязненности, укреплял их связь со Всевышним и предостерегал их от легкомыслия и ослушания Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давал очень большую значимость воспитанию детей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал детей приобретать знания и учил их понимать религию. Он обращался к Всевышнему с мольбой за них. Это очень важно также, делать дуа за своих детей. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не просто заботился о детях, но и прививал им хорошие нравы, хорошие манеры и нравственные достоинства. И здесь важно понимать, что воспитание детей, оно не ограничивается лишь уходом за ними и обеспечением их едой и пропитанием. Нет, воспитание – это нечто большее. Это нечто большее, чем просто обеспечивать своего ребенка, давать ему деньги, одевать его. А ведь некоторые из родителей, есть такие родители, которые так и представляют себе воспитание ребенка. Только этим, то есть обеспечение, отвез его сюда, привез, дал ему денег, одел, накормил. Некоторые считают, что это и есть воспитание. Нет, не только это. Настоящее воспитание – это обучение ребенка религии и всему достойному, благородному и прекрасному, чтобы он следовал руководству пророка, саллаллаху алейхи вассалям, брал пример с благородных сподвижников и также воспитывал своих детей. Ведь от того, как мы воспитаем своих детей, от этого еще также будет зависеть, как они будут воспитывать своих детей. От этого будет зависеть, как этот ребенок будет себя вести перед другими, как он будет вести работу какую-то. Это все зависит от воспитания, которое должно было быть заложено в него в его детстве. И, к величайшему сожалению, сегодня многие родители не воспитывают своих детей. Не воспитывают своих детей должным образом, как это должно быть. Отцы могут целыми днями пропадать на работе или проводить время где-то, но не заниматься своими детьми, не воспитывать их. Он может проводить свое время где-либо угодно, но не будет заниматься воспитанием своих детей. Также мамы, они увлечены разными вещами, увлечены покупками, украшениями, подругами и забывают о воспитании своих детей. И главной жертвой этого пренебрежительного отношения, вот этого легкомыслия становятся дети, которые живут без советов, наставлений и помощи отца и без материнской любви и заботы. Небрежное отношение к воспитанию детей наносит вред не только ребенку, но и всей мусульманской общине. Потому что эти дети, которые не получили когда-то должное воспитание, которые не получили
правильного, благородного воспитания, которые не воспитались на религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Они ведь когда-то станут учителями, они когда-то станут руководителями, чиновниками и главами семей. А как может тот, кого не воспитывали в детстве, а как может тот, кто не получил должного воспитания в детстве, воспитывать кого-то, став взрослым? Можно ли ожидать от такого человека праведности, блага и пользы? Только если Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не сделает его исключением. Один ученый сказал такие слова: «Поистине в судный день, прежде чем Аллах Субханаху ва Тааля спросит с ребенка, то есть в судный день Аллах Субханаху ва Тааля спросит с родителя за его ребенка до того, как он спросит с ребенка за родителя. Потому что ребенок испортился под влиянием отца, когда тот пренебрег им и не стал учить его религии, не стал воспитывать его. Отцы бросили их, оставили своих детей, когда они были маленькими». Это слова этого ученого приводятся. И один из таких людей, который оставил своих детей в детстве, то есть не воспитывал их, оставил воспитание детей, он упрекнул своего сына за неуважение к нему. А тот, его ребенок, его сын, сказал в ответ: «О, отец, ты проявил неуважение ко мне, когда я был маленьким, и я проявил неуважение к тебе, когда стал взрослым. Ты бросил меня в детстве, и я бросил тебя в старости». И на вчерашней лекции мы говорили о правах родителей, то есть как мы должны выполнять права родителей, что мы должны делать, что такое права родителей. И будут ли выполнять наши дети обязанности родителей? Будут ли они соблюдать наши права, когда мы постареем, когда они вырастут, зависит от того, как мы их воспитаем. Если мы воспитаем детей правильно, на религии Аллаха Субханаху ва Тааля, дадим им благородное воспитание, то, конечно, мы сможем ожидать от них, что они будут соблюдать наши права, когда вырастут. А если мы сейчас оставили воспитание детей, если мы не уделяем им должного внимания, если мы их не обучаем религии Аллаха Субханаху ва Тааля, то как же мы можем ожидать от них, что они будут выполнять, соблюдать наши права, когда мы постареем? И воспитание ребенка, как в хадисе пришло в сборнике имама Муслима: и у твоего ребенка, Пророк говорит, и у твоего ребенка есть право на тебя. И значит, это означает, что у нас есть обязанности перед ними. И мы должны, как мы сказали, мы должны воспитывать их, давать им правильное воспитание. Но что такое правильное воспитание? Это воспитание детей на религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Воспитание детей на религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Прививание любви к исламу, к книге Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, обращаясь к нам, к мусульманам: «Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара, ва кудуха ан-насу валь хиджара». О те, которые уверовали, оберегайте себя
и свои семьи от огня, растопкой для которого будут люди и камни. В этом аяте Аллах Субхану Тааля приказывает нам и говорит: оберегайте себя и свои семьи. Бойтесь Аллаха, о мусульмане, и заботьтесь о воспитании своих детей. Мы должны заботиться о воспитании своих детей, уделять этому должное внимание. С детства прививайте им правильные убеждения, укрепляйте в их сердцах искреннюю веру и любовь к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, любовь к Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, любовь к благородным сподвижникам, радийаллаху анхум. Это важнейшие составляющие правильного воспитания. Потому что все благо заключено в вере и в богобоязненности. Вера праведного человека непременно станет побуждать его к благим делам и приведет его к преуспеянию. Давайте своим детям полезные знания, которые формируют поколение, воспитывают души и улучшают нрав. Как мы сказали, воспитание детей – это не просто обеспечение их, но также мы должны, самое важное, то есть здесь тоже нужно обратить внимание, то есть воспитание, слово «воспитание» – это не значит научить, это не значит, что только это обучить ему письму, чтению, математике, какую-то спортшколу дать его, да? Нет, самое важное, это тоже входит в воспитание все, но однако самое важное, на что очень легкомысленно смотрят многие, это давать ребенку именно воспитанию ислама. Воспитывать ребенка в религии ислам, то есть прививать ему любовь к религии, обучать его религии. Этого сейчас, в данное время, этого очень не хватает. Многие дети ходят на разные кружки, это неплохо, но однако он ходит туда-сюда, в первый кружок, второй, третий, четвертый, но он ничего не знает о религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Иногда даже удивляешься, смотришь, вроде родители много лет в исламе, но ребенок не знает простых вещей касательно религии. И иногда хочется задать вопрос этим родителям, каким они видят будущее своего ребенка. У него нету начальных даже знаний о религии. Он не знает, кем был Абу Бакр, он не знает, кем был Умар ибн аль-Хаттаб, он не знает, кто такой Али ибн Абу Талиб, он не знает, кто такой Усман ибн Аффан, он не знает лучших мужей из этой общины. Он не знает лучших людей, которые жили в этом мире. И как же он будет, каким видит будущее, его будущее, каким видят родители его будущее этого ребенка, если он не получил даже какие-то основные, какие-то начальные знания об исламе. И как не боятся эти родители ответа перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Как не боятся эти родители потом отвечать перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Ведь, как мы сказали, привели слова одного ученого, он сказал, что Аллах Субханаху ва Тааля спросит за ребенка до того, как спросит ребенка за родителя. Мы должны правильно выставлять приоритеты. Да, мы должны их обучать и какому-то ремеслу, каким-то мирским знаниям. Но, однако, мы не должны забывать и о религиозных знаниях. В данный момент, сейчас мы видим, что многие родители забыли о религиозном воспитании своего ребенка, оставили это воспитание, а занялись только мирским воспитанием, то есть мирскими какими-то
предметами, так скажем, да, мирскими какими-то вещами воспитывают. Мы должны заполнять их досуг полезными делами. Пусть они заучивают Коран, ведь это им дается очень легко. Дети очень быстро выучивают, но почему-то мало тех, кто заучивает. Поставьте их время, распределите их день правильно. И чтобы в этом расписании дня было время для заучивания Корана. Чтобы в этом расписании было время для чтения каких-то исламских книг, будто это жизнеописание пророка или жизнеописание сподвижников. Пусть они изучают сунну и жизнеописание посланника Аллаха. Пусть они изучают жизнеописание благородных сподвижников. Ведь их жизнь сподвижников – это практическое применение Корана и сунны. Обучайте своих детям нормам исламского этикета. Этого также очень не хватает сейчас в детях. Какие-то обычные вещи, то есть это этикет, адаб, этого не хватает в детях. Разговор со старшими, как разговаривать со старшими, как вести себя со старшими, как разговаривать с учителем, как вести себя в мечети. Почему-то, к сожалению, родители упускают эти темы. Или не видят эти темы важными, а хотя это очень важно. И также нужно остерегаться вести себя неподобающим образом в присутствии своих детей и подавать им дурной пример. Мы должны своим примером обучать детей. То есть дети видят, самое большее, кого ребенок видит, это своих родителей, да? Он видит их очень близко. И он берет пример от своих родителей. И поэтому воспитание детей – это сначала воспитание самого себя. Воспитывая самого себя, мы также будем воспитывать своих детей. Дети, видя в нас пример, хорошие какие-то поступки, они, видя это, будут получать также воспитание. У нас остается пару минут до ифтара, иншаллах, я закончу. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.